Монаково, 40 километров от Великих Луг по дороге на Санкт-Петербург. Одно из самых крупных мемориальных захоронений в Псковской области. Более 2500 бойцов и офицеров Красной Армии похоронено вот здесь вот. Это проводилась новосокольническая операция по освобождению крупного железнодорожного узла в рамках единой операции по деблокированию Ленинграда в 1944 году. И вот здесь вот таким вот образом очень-очень много народу. Страшнейшие жуткие бои были с максимальными потерями. Много и с двух сторон. Значит, более 730 человек, славных героев, представителей Казахстана похоронено здесь. Одна из них, вот я хочу остановиться, несколько слов буквально. Молдобулова Алия. 1925 года рождения, росла без родителей, воспитывалась у дяди военнослужащего. Перемещались в Москва, Ленинград, попала в Ленинграде в блокаду. В 1942 году была вывезена девушка по льду Ладожского озера в детский дом, добилась призыва в вооруженные силы в 17 лет, закончила снайперскую школу с отличием. Вот, получила именную винтовку как лучшая выпускница и попала сразу же на фронт практически. В паре, снайпера работали в паре, уничтожила за полгода боевых действий до своей гибели 78 фашистов. 78 человек уничтожили. И применила собственные свои тактические наработки по выслеживанию и уничтожению противников. Славная дочь казахского народа. Девушка погибла 18 лет и 3 месяца. Вот, неподалеку от этого места, город Насва, была задача поставлена перерезать железную дорогу стратегическую. Значит, атака захлебнулась, но, тем не менее, значит, она проявила личное мужество, как Жанна д'Арк, подняла мужиков в атаку, подняла бойцов в атаку. Была ранена. Первый раз легко, второй раз тяжело. Ну и в санитарной палатке уже прилетел снаряд и, так скажем, уже добил, уничтожил всех. Герой Советского Союза. Молдобулова Алия. Все, вкратце. Далее продолжим.